В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 11 августа? Надежда не угасает. Здесь, на земле, в воде и в небе одна общая цель – не оставить ни единого шанса пропажи остаться без ответа. Вся республика ищет 7-летнего Джабраила Мудаева. Все детали поисковой операции в нашем эфире. К знаниям по новым коридорам. Ремонт повлияет на оптимизацию учебного процесса, сделает возможным реализацию многих прогрессивных проектов. В Грозном проводится капремонт в 39 образовательных учреждениях. Какими темпами идет работа? Путь к развитию. Уже сейчас видно, как бригады усиливают опору и меняют старые конструкции. В Веденском муниципалитете обновляют 2 стратегических моста в рамках нацпроекта, когда начнется эксплуатация объектов. Рамзан Кадыров посетил полуфинал музыкального проекта «Дека Сааз». На сцене Чеченской филармонии имени Аднана Шабулатова звучали давно полюбившиеся всем композиции. Темой концерта стала старая песня о главном, о вокальном мастерстве участников Рабиат Гайтиева. В начале музыкального проекта «Дека Сааз» на сцену вышли около 100 талантливых исполнителей. После многочисленных этапов напряженной борьбы, боли и слез до полуфинала дошли только 17 участников. И теперь остался всего один шаг до финала. Понаблюдать за выступлением молодых дарований прибыл глава республики Рамзан Кадыров. По новым правилам конкурса вместо прежних 4 участников проект на этом этапе покинули 8 участников. Темой вечера стали хиты прошлых лет. Все команды начали концерт совместного музыкального приветствия для почетного гостя. Ты мужественен и силен душой, и верит в тебя родная мать. Гордился тобой Ахмад Хаджи, мы верим в тебя, ты сын Чечни. Первой на сцену вышла команда заслуженной артистки России Тамары Дадашевой. Тамила Шарипова открыла программу композиции «Хазакан». Песня настолько зажгла зал, что танцевать хотел каждый. Что и сделал помощник главы Чеченской республики, секретарь Совбеза, начальник отдела обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров. Завершила выступление команды Тамары Дадашевой песня Рузаны Азиевой «Хелхадоула». Сыды коларме пача, хауме хейши шумарш догыл, дерес халон татергоин кузварн. Я бы хотела поблагодарить Айшат Рамзановну за вот такой вот шикарный подарок от модного дома «Фердаус». Айшат, Алла Деалмели Дюли, Дересха. Наставница обратилась к участникам с напутственными словами. Она также выразила признательность внучке первого президента Чеченской республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова Айшат Кадыровой за помощь проекту и его участникам. Рамзан Ахматович, сегодня такая особенная аура. Стимул поднялся. Рамзан Ахматович, онохчичу, мелдиндол, дикнеш, хасхитеш, цюн дик иец, да, трон, дуквах войлха, хавома гойлтрон. Везиндел, вокдел, حوض دنيا ما خليل هو دنيا نشوح حوض شبيه ما خليل هر دنيا دا دقوا أو دقويس عايشة رمضان ملاديريس خليل حون تخبر الشخص اشتهو ما يوش قاقين كاتش بينا أحيال كوتش ملخز يغابلي ملخز خيتشنغا خيتي تاندا
И она такую веселую, дерзкую песню спела Лиза Ахматовой, да. Чодерик диктор, хазадер. И хочется сказать, таган шудок ирсхила шуного филармония качна. Следом свою программу представила команда заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской Республики Вали Дагадаева. Сюрдикарил, лерми паша маршуил, массухайши маршуил. Хоршабах кеншхина хинси джо йок башгалю, харсту кабол бина. Хоршагазне сынқиқин хусейни тяхтагана мела иштасагаттер алсамдара изумандатса шай выступление шуяцер. Такой халглери иштамасан ешул ширшиллеш иштер хайжнак сондела ишта прибала хая чёца балцар масар справиться дина. Акадал муглаха хорше дохал дуинда ишто культур агу ишто хтяшаш кахве душе да хнег иштгошен ал иштахве кшбудал муглаха ишто стег да цатсана шерис ролдолчи ishторше датерлурбу масердал эту болдал да хеберкте. А затем коллектив под руководством заслуженной артистки России Марям Ташаевой. Наставница отметила труд и старания своих подопечных. Рамзан Ахматович, Айшат, Маршдогл, Хоме Вежри, Хоме Ижри. Я хотела бы поблагодарить людей, в лице даже Элины нашей, директора, за хорошую идею сегодня провести вот такой вот концерт нулевых. Почему? Потому что республика возрождалась в это время, строилась, хорошела после всех ран. И сегодня эти песни живут. И дай Аллах, чтобы они дальше жили. Это уже, я смело могу сказать, классика на самом деле. Дал это был Массуки Гечер. На одних талант не останавливается. Все продолжается. У нас в республике очень много талантливых молодых людей. И мы все готовы помочь. Дал это больше. Закрывала концерт команду заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской Республики Мурада Байкаева. Молодая звезда Анджелина Дудаева исполняет легендарную песню народной артистки России и Чеченской Республики Маки Межиевой «Самух Ниса». Под эту песню в танец спустился даже Рамзан Кадыров вместе с заслуженной артисткой России, народной артисткой Чеченской Республики, директором Государственного академического ансамбля в войнах Марит Байсаровой. Сюрдикарил масери лерми пача маршвогил, маршдогил масухайши. Лерми пача дерез хилон хаберка ду хаберка кюгду проект чербелх шхват атхишатер далдикан сбекам бойлон. После всех номеров заслуженная артистка России, народная артистка Чеченской Республики, директор Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова и директор телевизионного проекта «Дека Сан-Аз» Элина Муртазова поблагодарила участников за высокий уровень исполнения и выразила слова поддержки. Ребят, всячески всегда хочу вас поддержать, хочу помочь хоть в чем-то, чтобы этот проект не был для вашего творческого пути каким-то финалом. Хочу сказать, что не все, кто сегодня ушел с проекта, многие удивляются, так хорошо поет там или почему убрали. Просто дело в том, что многие уходят сами. Вот. К сожалению, многие не видят себя в будущем в культуре, и поэтому нам приходится прощаться с ними. А те, кто остается с нами до конца, уже в финале. Каждый полуфиналист проекта «Дека Сан-Аз» получил по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в знак признания за труд и талант. Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров объявил награду каждому участнику проекта в размере 100 тысяч рублей. Да, Садуэль Рамзан Ахматович, эти аплодисменты вам! Впереди участников ждет финальная битва за звание победителя проекта «Дека Сан-Аз». Кто станет лучшим и кому достанется главный приз, зрители узнают совсем скоро. Рабиат Гайтиева, Магомед Утаков, Вести, Чеченская Республика.
Поиски 7-летнего Джабраила Мудаева из села Верхний Наур, который пропал 8 августа, продолжаются. В поисковой операции принимают участие сотрудники правоохранительных органов и МЧС, тысячи волонтеров и добровольцев, в том числе из соседних регионов. Активные работы сейчас сосредоточены на реке Терек и в лесных массивах. А в Натеречном, Наурском и Грозненском муниципалитетах развернуты наблюдательные посты. Репортаж Лимды Джамалдиновой. В селе Верхний Наур Натеречного района в последние 3 дня не стихает ни шум поисковых машин, ни голоса добровольцев. Тысячи неравнодушных людей прочесывают каждый метр, надеясь найти пропавшего Джабраила Мудаева, мальчика с особенностями здоровья, который не разговаривает и избегает контакта с незнакомыми людьми. 8 августа в 5 утра он перелез через забор своего дома и исчез. Терек – лишь одна из точек, где сегодня идет поиск Джабраила Мудаева. Масштаб этой операции поражает. Сотни волонтеров, спасатели, полицейские и лодки. Все силы брошены на то, чтобы найти ребенка. Здесь, на земле, в воде и в небе одна общая цель – не оставить ни единого шанса пропаже остаться без ответа. Ситуация находится на личном контроле главы Чеченской Республики. Руководство региона предоставило все необходимое для проведения поисковых работ. Вертолет, водолазы, спасатели и волонтеры работают в круглосуточном режиме. Оперативный штаб развернут с первых часов. Специалисты обследуют не только русло реки, но и близлежащие лесные массивы. На данный момент производятся поисково-спасательные работы на реке Терек. Выставлено 14 постов, задействовано 28 человек. В лесном массиве от МЧС производится патрулирование от личного состава МЧС 20 человек. Волонтерские службы также оказывают содействие с соседних регионов. Это Дагестан, КБР, Ставрополье и Республика Ингушетия. По поручению министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики для помощи в поисковых работах задействованы 2 мощных коптера. Они поднимаются в небо и делают полный обзор местности с высоты. В поисковых отрядах все силы, от муниципальных служб до волонтеров из соседних регионов. Вайлирмич Мехкдас Рамзан Ахматович свой уешмел долгома куза хадайтанду вертолет катер шлот наш массу спецтехника тхон уешмел долгома куза дол что эльч шадек хадайтан дел рез хулсуна дальше дадал далдикан спекам буэл такшун магар кузаха массу районшкар хабахкан адма что волонтерш бу МЧС МВД администрации массу шавол белвай кузабу адам кузаду далмула. Полиция отрабатывает каждую версию, опрашивает свидетеля и проверяет возможные маршруты, по которым мог направиться ребенок. На суше, на воде без был задействованы лодки, что а там задействована вертолетная авиация, его с утра был без. Проческа местности, лесистой местности очень магар. Адам Орц дала шварт балбеш, волонтер, общественная организация, что молодежно-патриотическая организация, что цена масса она да мелочан, да сила. Также здесь задействована одна из лучших служебных собак УФСИН России по Чеченской Республике. Кэрри за 9 лет работы обнаружила немало пропавших людей, и в этот раз она привела к следу мальчика, который заканчивается у берега реки Терек. Примерно с километров 3,5 прошли мы с ней от точки начальной, где он в последний раз его видели. От этой точки, наверное, с метров 50 собака обнаружила след. И не переставая, не останавливаясь, пришла в конечную точку возле реки Терек, где был обнаружен след, где он последний стоял его место. Ну, больше собака ни вправо, ни влево никуда не отклоняется. Она даже спрыгнула в это место, где он последний обнаружен был след. Если бы был бы след дальше в какую-то другую сторону, то собака с вероятностью до 70% пошла бы дальше по следу. А так как его нет, то она остановилась на последней конечной точке. Каждый, кто выходит в поле или к воде, верит в одно – Джабраил должен вернуться домой. И эта вера, умноженная на усилия тысячи людей, дает надежду, что поиски завершатся счастливой новостью. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика.
Сегодня в Грозном состоялся съезд Чеченского союза писателей. Говорили о достижениях последних лет, путях развития литературного слова и формировании стратегических планов. Важным итогом стало избрание нового состава ревизионной комиссии из числа наиболее авторитетных творческих личностей. Какие важные принципы заложены в новом уставе? Репортаж Ахмеда Рамазанова. Здесь собрались те, кто создает литературную историю нашей республики. 18-й съезд Союза писателей Чеченской Республики – событие, которое определит развитие национальной литературы на годы вперед. В здании Министерства культуры Чеченской Республики сегодня царила особая атмосфера творческого единения. Мероприятие, собравшее большое количество литераторов, было посвящено важным организационным вопросам – принятию устава и определению стратегии развития на ближайшие годы. В работе съезда принял участие руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галастай Масханов, который зачитал приветственный адрес от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уважаемые участники съезда, уважаемые гости, для меня большая честь обратиться к вам и выразить глубокую признательность за ваш творческий вклад в развитие культуры нашей республики, за сохранение национальных культурных традиций и формирование положительного образа современной Чеченской Республики. Ваш талант делает наш край богаче, дарит радость миллионам читателей. Республика гордится своими писателями, поэтами и прозаиками, чей талант и мастерство являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей республики. Литература чеченского народа хранит богатейшие традиции устного народного творчества, фольклора и мифологии, передает глубокое философское размышление о жизни, любви, верности и чести. Именно литература помогает нам сохранять память поколений, передавать мудрость предков и укреплять духовное единство нашего народа. Хочется пожелать вам вдохновения, новых произведений, крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. В свою очередь Галастай Масханов отметил, что литература всегда была и остается духовным стержнем чеченского народа. Культура и духовное богатство народа играло важную роль в мировоззрении многих лидеров народов Кавказа, включая первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова, который поддерживал идеи важности сохранения национальных культурных ценностей, поддержки традиционных устоев и уважения к корням собственного народа. Необходимо отметить важную роль главы Чеченской Республики, уважаемого Рамзана Ахматовича, в развитии литературного творчества и поэзии в нашем регионе. Благодаря его личной активной поддержке многие молодые авторы получили шанс заявить о себе миру, обрести известность и признание. Под руководством Рамзана Ахматовича выделены значительные средства на поддержку творческих инициатив, конкурсы, фестивали и гранты для молодых писателей и поэтов. Первый и самый важный вопрос – принятие нового устава, который последний раз редактировался 6 лет назад, требовал актуализации. Главные изменения – большая открытость и привлечение молодых авторов. Это решение стало компромиссом между традицией и новаторством, сохраняя уважение к старшему поколению. Союз писателей делает ставку на свежие идеи. مستان وقع أقول حلق شكينش كأريخ نك مزايا خيدو إذا بقدر شو أنشوغ سيخ شوغ شوية سيو سنا غنو خز دوسترش دو خز بصرش دال خز ويلو يستخ خيدا شاجملا يقبأت يو هنزلي خدا قش ورلشو أصلا بيكتشنسا قيتشارسا ليرم باش بولبو أتستودي شو كيست قيش كيتش أريوش ناقصتبو يشتول صوتي يقر بولر أريوش. Не менее важный вопрос был по избранию ревизионной комиссии. В нее вошли небезызвестные литераторы Чеченской Республики. تخونا
Mahkal Erdoğan'la Respubliker Erdoğan dastıqan şmettiğ uğrattıl qiyç paçalqir yazdır xoy bolçı sanqiyatırşkaha tsigaha ve noqçi yazdır xoşnaç oqtidan beş bu tsigah ve quzaq bol qimaş tsigaha boyz bu tsigah beş dolç ditsırşkah qamilşkaha qiyçarna mısalina hittoşyu ve yazdır xoy sayuz ve mahkaha yazdır xoşka bol liram yazdır xoşna beş bol балахтях, бешбол, этонш. 18-й съезд завершился, но это не финал, а старт новой главы, в которой чеченская литература, не теряя своей идентичности, станет еще ближе к читателю и в традиционной книге, и в цифровом формате. А значит, у героев сегодняшнего дня, писателей и издателей, впереди много работы. Ахмед Рамазанов, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Вице-премьер Рустам Шаптукаев встретился со студентами Грозненского нефтяного университета. Он рассказал о ключевых направлениях работы Министерства экономического и территориального развития, масштабных инвестиционных проектах и перспективах экономики. Мероприятие организовано как часть диалога с молодыми специалистами. Встреча прошла в непринужденной атмосфере. Студенты активно задавали вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. При правильном настрое, при правильном восприятии и действии недостижимых целей нет. Казалось бы, наша республика сегодня на карте Российской Федерации одна из самых маленьких. Причем, что плотность у нас одна из самых больших, плотность населения. И вот представьте, самая маленькая республика с невосстановленной после известных событий экономика, с невосстановленным промышленным сектором, даже 0,0 какую-то часть из того, что было, нам не восстановили. И при этом всем 4 года подряд Чеченская Республика первая в Российской Федерации по социально-экономическому развитию, куда включено 20 показателей, и в рамках чего оценивается деятельность глав субъектов Российской Федерации. Обновление кровель, замена фасадов, модернизация систем отопления. Работы охватывают широкий спектр направлений. В 39 образовательных организациях Грозного проводится капитальный ремонт. Дополнительно создаются воркаут-площадки, устанавливаются LED-экраны. Модернизация инфраструктуры ведется при постоянном внимании со стороны мэрии и Минобрнауки. Репортаж Ахмеда Рамазанова. В Грозном полным ходом идет подготовка к новому учебному году. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» уже преображаются десятки учебных заведений. Старые здания, помнящие еще советские времена, теперь получают вторую жизнь. Современные коммуникации, яркие фасады и просторные классы. Власти Чеченской Республики делают ставку на качественное образование, и начинать нужно именно с инфраструктуры. В этот проект входит 49-я школа, которая была построена в 1971 году. Последний раз ремонт этой школы проводился еще в 2008 году. В данный момент идет масштабная реставрация и уже видны изменения. Ведутся все работы, хорошо массу этажные коридор, плитку полностью завершили, заположили они. Все стены побелены, все заштукатурили. Все потолки, можно сказать, 90% потолки все сделали. Двери поменяли все. Во всех классах ламинат положили. И в данный момент спортзал, столовая идет работа. Ремонт не просто косметический. Здесь меняют все, от электропроводки до систем вентиляции. Особое внимание уделяется безопасности. В каждой школе теперь будут современные системы пожаротушения и видеонаблюдения. Ремонт повлияет на оптимизацию учебного процесса, сделает возможным реализацию многих прогрессивных проектов учебных, также облегчит работу школьного театра, художественных кружков. Но главное – это наполнение. После ремонта школы получают новую технику, интерактивные доски, лаборатории для уроков химии и физики, компьютеры последних моделей. В таких условиях учиться не только комфортнее, но и интереснее. Замена коммуникаций, укрепление несущих конструкций, обновление фасадов и внутренних помещений – все это предусмотрено проектом. Власти республики заявляют, программа будет продолжена. До конца года планируется отремонтировать еще несколько десятков школ по всему Грозному. Ведь инвестиции в образование – это вложение в будущее всего региона. В 39 образовательных организациях идут масштабные работы по разного рода, по восстановлению кровельных систем,
модернизации отопительных систем водоснабжения, замене напольных покрытий. В школе номер 49 города Грозного идет капитальный ремонт. Все эти работы ведутся под непосредственным руководством и при постоянном контроле со стороны руководства мэрии в лице Хасмагомеда Шахмамедовича Кадырова. По его же поручению в рамках подготовки к новому учебному году идут работы. Школы Грозного меняются, и вместе с ними возможности нового поколения. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Веденском муниципалитете продолжается капитальный ремонт 2 стратегически важных мостов. Речь идет о сооружениях на 60-м километре автодороги Грозное-Ведено, границы Дагестана, и на 4-м километре этой же магистрали, ведущей к селу Элистанжи. Благодаря капремонту улучшится безопасность и повысится пропускная способность. Этот мост десятилетиями исправно служил местным жителям, но время и интенсивные нагрузки сделали свое дело. Конструкции износились, и движение большегрузного транспорта здесь было ограничено. Сейчас объект находится в эпицентре масштабной реконструкции. Работа идет в плановом режиме, и уже завершена установка подферменных площадок, подферменных плит, и шкафные стенки и так далее. И на данном этапе завершаются подпорные стенки, и в ближайшее время планируем ставить балки, и в данные указанные сроки укладываемся. И реконструкция моста решит проблему транспортную и улучшит доступ в туристический центр Веденского района. Подрядная организация полностью демонтировала старые пролеты. Они уже не соответствовали современным нормативам. На их место устанавливают новые железобетонные конструкции с усиленным армированием. Особое внимание уделяют опорам, их прикрепляют сваями и дополнительными бетонными рубашками. Проектом предусмотрено не просто восстановление, а полная модернизация переправы. Ширина проезжей части увеличится на 1,5 метра, появятся новые тротуары и ограждения. Каждый день на месте работает 9 единиц спецтехники и 25 человек. Как говорят специалисты, работа будет сдана в конце года. Прямо за мной ведутся активные работы по капремонту моста на 60-м километре трассы Грозное-Ведено, границы Дагестана. Этот участок жизненно важная артерия для горных районов, и его обновление ждали годами. Уже сейчас видно, как бригады усиливают опору и меняют старые конструкции. Аналогичную работу проводят в селе Элистанжи, на стратегически важном объекте. Здесь в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет капитальный ремонт моста, который десятилетиями связывал отдаленные населенные пункты с райцентром. Реконструкция находится на заключительном этапе, и, по словам рабочих, через месяц начнется эксплуатация моста. Çekerler dukabu bu kestiğin gidreiziliyatı piriyle bari erkeği çıktıydı bu da bel bu koşa berigi. Kapatoç geçiş dukoy, letki şirge patasuat geçim beş dukoy tayin. Этот проект – часть большой программы по обновлению инфраструктуры горных районов Чеченской Республики. Только в этом году в регионе планируют отремонтировать более 20 подобных объектов. Ахмед Рамазанов, Саид Ами Мусаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Доме профсоюзов проходит художественная выставка картин. Экспозиция объединяет произведения различных жанров и стилей. Посетители смогут ознакомиться с разнообразными сюжетами, от умиротворяющих пейзажей до ярких натюрмортов. Магомед Азиев погрузился в мир красок. Здесь представлено более 40 работ известных художников, таких как Магомед Закриев, Чингисхан Хасаев, Александр Бабич и другие. Отмечая день рождения первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Дом профсоюзов проводит уже 14-ю ежегодную выставку картин, где представлены изделия одних из самых известных художников. В церемонии открытия приняли участие представители руководства региона, парламента Чеченской Республики и сотрудники профсоюзов. Ими же была перерезана торжественная лента, что послужило началом данного мероприятия. Председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хосаин Салтыгириев высказался о культурно-исторической важности таких мер и подчеркнул, что имя Ахмата Хаджи Кадырова навсегда вписано в истории республики и страны в целом. Легендарный человек – это богослов с глубокими знаниями, государственный деятель, общественный деятель, политический деятель мирового масштаба. Я в этом абсолютно уверен. Я знал его лично, общался с ним. Это
это, конечно, для нас великая потеря, оценить мы, которую мы сможем наверняка спустя десятилетия. Конечно же, он всегда умел и успевал поддержать всех. Для нас, профсоюзов, он сделал очень много. Он поддержал наше восстановление. Он основал систему социального партнерства в нашей республике. В 2002 году, в феврале, своим указом утвердил положение о республиканской трехсторонней комиссии. И, на самом деле, он является основателем системы социального партнерства. Все наши успехи мы понимаем, что благодаря тому, что он заложил очень крепкий фундамент. География выставки расширяется с каждым годом. Кроме того, в ближайшее время профобъединение проведет ежегодный шахматный турнир, который также приурочен ко дню рождения первого президента Чеченской Республики Магомед Азиев, Алисхан Кацулов и Адам Юнусов. Вести Чеченская Республика. В Грозном заработал летний кинотеатр под открытым небом. Теперь жители и гости могут бесплатно наслаждаться просмотром интересных фильмов на свежем воздухе, а для самых маленьких зрителей будут показывать мультфильмы. Во сколько начинаются сеансы, узнавала Лейла Муртазова. Крошечный комочек радости. Ух ты! С приходом тепла в Грозном начали работать летние кинотеатры. Любители этого вида развлечения с наступлением вечера собираются с друзьями и родными под открытым небом, чтобы посмотреть как классические ленты, так и новинки кинопроката. وقر حال دیرز و پچان الیاردو رمضان احمد ویشند اخ و میر گورد و خاص معمدنا دخ برکل دیرز خل الی هر وکینا تئاتر توین دعوتنا دهور سویلان شبیرستن حدا که اجدت که ماشینش شنیا هم یک مسوع و اقاوین. Особое внимание уделяется комфорту зрителей. Площадка оснащена современным оборудованием, что позволяет полноценно насладиться просмотром. Большее внимание зрителями отдается мультфильмам, которые дети смотрят, затаив дыхание. Дали Тухашева часто приходит сюда со своими двоюродными сестрами и радуется вместе с героями на экране. Тут нравится то, что тут очень громко все и большой экран. Красиво. Тут рядом есть места для прогулки. Тут высотки еще светятся, вот так красиво смотрится. Летние кинотеатры становятся отличным способом провести время. Здесь встречаются люди разных возрастов, все они находят общий язык и радуются в одной дружной компании. Также рядом с кинотеатром расположился фонтан, оборудованы зоны для еды, где можно взять попкорн, прохладные напитки и другие закуски, чтобы наслаждаться кинопроизведением максимально комфортно. Вечером тут также оживает все. Уютное кафе, просторные аллеи. Здесь особенно любят собираться семьи и молодые люди для общения и встреч, а дети развлекаются как могут. После трудового дня напитки, детские машины, Отметим, что в Грозном планируется увеличить количество летних кинотеатров, чтобы дать больше возможностей для досуга и развлечений. Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.